Родители. У меня отец участник войны. На Ленинградском фронте был, на Синявских болотах. Вот, там даже ревматизм поймал. Мать всю жизнь тут работала. Во время войны в лесу работала, и продавщицей была, и в лесу работала, и на лошадях вывозили лес. Вот, а потом что? Вот отец завскладом был, коммунист, ярый коммунист. Все иконы повыбрасывал у матери, в грязь затоптал. Ярый коммунист был. А мать боговерующая была. И вот она меня немножко втихаря, но я не крещеный был, боялась. Отец сказал, убью. Вот. А все же она нас втихаря, как бы вот я поэтому верующий. В церковь хожу изредка, правда, мало может быть, но молюсь. Вот у меня молитва слова. Есть такая маджа, может, слышали, вот недалеко отсюда, 6 километров. Вот чисто комак или комик, как хотите. Комик. Вот. Ну, в Ухте мне по-всякому. И хомяк, и комяк, и комик, кто как умел. Так что я не обижаюсь. Лишь бы горшок да в печку не совали. Вот там, ой, везде. Первый класс там начинал, Карткероще, в городе, везде учился. Вот, а потом в армию забрали. После армии в Ухту. Женился в армии на Дальний Восток, приехал отсюда. Вот. И там командир женил меня 3 дня, чтобы показал, что ты женат. Все. Я говорю, есть. Вот, там пожил 5 лет, не сошлись. Вот, а она у меня одноклассница. С одного поселка, тут недалеко, 3 километра. С детства, с 3-го класса с ней учились. Вот. Отец у меня коммунист, завскладом был, его везде бросали. Вот, с одного поселка в другой. Там, тут недалеко, того острова даже нету. Уже там склады были, его вычегда снесло, и Теребей перетащили, и там нас с семьей. А он меня везде, я самый старший, и он меня везде таскал с собой. А семья жила в Мадже. Вот, а потом Теребей уже обосновались там. А потом вот она меня, раз, пока я был свободный, и вот мы с ней уже 40 с лишним лет живем. Вот, дочку была старшая, задавили тут на мосту. Вы меня спросите, кем я не работал. Начинал токарем, вот, в Ухте 5 лет, 9 лет стажа токаря. Потом 15 лет в пожарной охране, начальник караула. Вот. Потом там начали, когда вот эта ельцинская перестройка началась, ну, когда деньги, миллионы уже начали получать, а там копейки, я ушел. Потом директор вычегда лесосплава карандаши точил. Он узнал, что я на все руки мастер. И вот взял, там кабинетик мне выделил, и вот ему карандаш наточил, еще что-нибудь. Рамки понаделал, но у меня тут нету. Потом уже там и начал плести. А все же с детства это все, видишь, пробовал художественное дерево, где-то книги есть, даже покупал, начинал не по сердцу, берестой начинал не по сердцу. А это раньше же не умел, при коммунистах нигде ничего, никаких книг, ни журналов, ничего не было. Крестьянка листик порвешь. Не знал, как варить. Сказано, варить надо. Сколько, где, бани, пока жена не, пока баню топлю, баню бак суну, этот лозу. А ее уже, капец, кипятить 3 часа, а там же откуда я знал?
Нагреется вода, выташу, и вот ножиком. И каждую, вот 120-150 штук на одну корзину. И вот каждую щадишь с тыльной стороной ножа. Это представьте себе, 150 штук надо. Вот, это все я вручную делал, пока вот потом с Беларуси приезжать начали, это уже сейчас, ну, лет 25 назад. Книгу они привозили в золозаплетение. И на всю зарплату книгу купил. Это у меня она есть. Вот и там, оказывается, как чего надо, все. Козлов такой есть. И оттуда потихоньку, потихоньку. 25 лет, больше немножко уже плету, уже как бы. И так, опыт вот так. А потом интернет появился. Там еще легче. И пошел, и пошел. И вот и абажуры вроде и на выставку взяли, и первое место, и вазы, и вообще с руками отрывали. Вазы, давай, 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 давай. А сейчас не вижу. Правый глаз совсем закрылся. Левый только вот так. Там вижу, вот здесь не вижу. Вот так, наискосок. Здесь ничего не вижу. Вот. Падаю уже. Ишемия. Упал, голову разбил. Зашивали. Так что, не знаю, пока вижу, плету вон. Но это уже как бы автомат. Сяду, хоть глаза закрою, а руки делают свои. А так уже нам скоро придется перестать, если закроется совсем. Ну, пока вижу, плету. Мне сын помогает, а так бы караул. Это же 30 тысяч ложинок надо. А из 20 штук, одна штука только годная. Остальные все брак, то болезни, то толстая, то другая. То вся, вот, принесешь и до 30 штук. Пучки, потом всю зиму это варишь, потом красишь. Вот весной красил, опять зимой красил, а потом сортируешь. Сперва принесешь, они же большие, маленькие, их сортировать надо. По толщине, по высоте. Потом сваришь, калибровать надо по толщине. Вот. Каждый пучок отдельно. Вот и женщины приходят, посмотрят. Я им расскажу, как, что делать, как делать. На следующий урок уже в 2 раза меньше. Потом опять что делать они. На следующий раз еще в 2 раза меньше. А в итоге или одна, или двое останутся. И вот сейчас за все время, вот около 20 лет, одна только есть женщина. Но сейчас пандемия, да боится приходить, а так вот одна только. Но она плетет, вроде приносила уже и вроде корзины. А то трудишься, 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 трудишься. Другой раз даже придут, о, а что так дорого? Я говорю, Господи Боже мой, есть канистры бросает из-под бензина, из-под масла. Берите вверх, срежьте. Я говорю, проволока часто везде валяется. Вот проволока, да и хотите, Господи. В чем дело-то? Это же не буханка хлеба. Его не съел и нету. У меня по 20 лет корзины. Есть такие корзины, что по 20 лет. Желание надо, понимаете? Это чтобы душа лежала. А так, если просто, если заработать хочет, вряд ли что получится. Усидчивость надо. Приходили, нервы как нужны, я говорю, да. Будешь психовать, вот одна ложинка сломается, или подломается даже. Уметь надо его скрыть, чтобы не видно было, выбрасывать сразу. А я не знал, резал, сверлил,
туда другую, в эту дырочку совал. В общем, всяко было, все было. Я говорю, нервы надо очень. Если психанешь, начнет поголовно все ломаться. Вот. Они что, чувствуют, ведь, наверное, заразы что. Лучше сразу убери, другим занимайся, придешь, пройдет, все, придешь, дальше продолжишь. А так психовать ни в коем случае нельзя. Абсолютно там надо, знаете, как у меня один был товарищ в пожарке, он когда психует, начинает мелкую вот такую картошку чистить. Я говорю, а ты чего? А это, говорит, нервы успокаивает. Так и тут. Так что вот.